Хайырлы күн барыгызга. Добрый день, уважаемые коллеги. Татар информ агентлыгының Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүне 1100 ел уңаеннан диния нәзарәтендә Казан басма компьютер шрифтын нигезендә Коръәннең электрон чыганаклары тапшырылачак. Без шушы уңайдан бүген матбугат конференциясенә җыелдык. Иң беренче кунакларыбыз белән таныштырып үтәм. Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан Республикасы мөфтие, Мөхәммәд Абай, Мәрмәрә университетының Илаһият факультеты деканы, доктор, шрифтны төзүче. Ришат Хамидуллин, Татарстан Республикасы мөфтиенең урынбасары, нәзарәтнең хозур нәшрият йорты җитәкчесе. Матбугат конференциясе рус һәм татар телләрендә барачак. Иң беренче сүзне биргәнче, менә шу тарихи вакыйга тукталып үтик. Менә Казан басмасы компьютер шрифтын хәзер нәзарәткә тапшыру тантанасы. Флешка, мотор был Хәзер Казан басмасы турында тулырак кунакларыбыз сөйләр. Камил хәзрәт, сезгә беренче булып сүзне бирәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Объяснять придется долго, я думаю, поэтому на русском объясню. Если будут уже вопросы наводящие, потом продолжим. Эта работа должна была начаться, может быть, на много-много-много лет раньше. Мы знаем, что в 1803 году в Казани был издан впервые Коран. В 2 томах, его оригинал хранится. В 1801 году азиатская типография переехала в Казань. В 2 году уже напечатали Хафтияк Шариф. И в 1803 году напечатали первый полный Коран, первый Коран. В принципе, наш народ этим и прославился, татарский народ, что даже в старых книгах было сказано, что Коран был ниспослан в Мекке и Медине, в Хиджазе, прочитан в Каире, лучшие чтецы выходили оттуда, написан в Стамбуле, а напечатан впервые в Казани. То есть в Казани, хоть и до этого в Европе были попытки печатать, там было очень много ошибок, делали европейцы, не мусульмане, а именно в качестве мусульман во всем исламском мире именно татары подготовили этот шрифт. Если вы даже вспомните те издания, которые были в Санкт-Петербурге до этого, их готовил тоже мулла Усман, тоже татарин. Он подготовил эти шрифты, и потом в последующем они уже использовались. Коран издавался очень много раз, было много споров, какую методику мы будем использовать, так как в мире есть две: раса Усмани и раса Каяси. То есть относительно грамматики ли мы должны писать слов, или же относительно старого издания Мусхафа сподвижника пророка Усмана, рады Аллаху анху. И по этому поводу в 1909 году, 7 января, в доме Апанаевых было большое собрание, около 300 ученых. Причиной послужило то, что Муса Бегиев в газете напечатал о том, что он нашел недочеты в казанском издании, которые нужно исправить, чтобы они соответствовали Мусхафу именно Усмана, рады Аллаху анху. И они спорили. Спор был очень жаркий, книга вышла, так она и называется, «Тасхих Расмехат», исправление официального написания Корана. Эта книга была издана на старо-татарском языке. Они ни до чего, в принципе, не договорились в первый раз. Пришлось собраться через неделю еще раз. Через неделю они собираются, уже поменьше людей. Затем, ну там были великие имена, если читать эту книгу. То есть и Ахмад Хади Максуди, шейх Ислам Хамиди, понятно, Муса Бегиев. Все известные хазраты, то есть многие имена вы хотя бы на слуху, но они у нас есть. И они создали комиссию, нашли недочеты и сказали, что нужно это все исправить. 57 мест они указали. К сожалению, мы знаем, что потом произошли события в России, 17-й год и так далее. И эта работа остановилась, была в подвешенном состоянии. Мы эту книгу взяли за основу, посмотрели, поизучали. Это к тому, что этот процесс мы делали, что нужно переиздать этот Коран, именно казанский старый Коран. Затем мы знаем, что эту книгу читают, в принципе, вся Средняя Азия и до сих пор. То есть то, что мы делали в 2016 году, уже один раз печатали 10 тысяч узбекистанский муфтият. Сейчас мы им написали еще одно разрешение, они будут печатать новый тираж.
И одно издательство в Стамбуле напечатало 12 тысяч экземпляров, чтобы опять отослать в Узбекистан. Они читают. Если мы едем на Кавказ, молодежь может читать издания, изданные в Саудовской Аравии, в Турции и так далее. Но пожилое поколение, взрослое поколение, все поголовно читают именно Казан Басма. Это непростые слова. Я думаю, что, может быть, можно показать ролик. Давайте, человека, которого вы все знаете. То есть мы его не заставляли читать Казан Басма. Вот мы видим. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول по шрифту понятно, что это казанское издание. И по бороде понятно, кто читает. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله. То есть целую страницу прочитать успел за это время. То есть вы видите, что у него есть возможность достать любое издание Корана, но вот он именно любит казанское издание. Оно особенное, оно очень легкое было. И было очень много различных переизданий. Конечно, в 2016 году что мы сделали? Мы хотели использовать шрифт, но напечатали тем, что было. То есть взяли компьютерный шрифт и 2 года подготавливали издание, его напечатали. Именно его мы переиздавали уже 5 раз с 2016 года. Также я упомянул Узбекистан, который издал 1 раз, издали в Турции, также издали в Белоруссии. И в Белоруссии было отдельное издание нашего Корана для президента Белоруссии. Мы его видели, к нам его привозили, это издание. То есть специально подарочное издание. И мы даже видели на фотографии, когда он президенту Египта вручает именно Казан Басмо, напечатанную в Беларуси, специально для президента Лукашенко, чтобы он его передавал. И то есть сам исполнитель более подробно сможет рассказать, но работу мы начали год назад. Как раз на Маулид в прошлом году в Булгарии мы собрались, об этом этот ученый приехал, Мухаммад Абай приехал к нам, мы договорились, и началась работа. То есть каким образом? То есть это не что-то придуманное, некоторые говорят, нет, не похоже. Вы сейчас увидите, потом сможете сравнить. То есть каждая буква была отсканирована, взята, то есть обрисована в определенных форматах, это уже лучше разбирается. Вот можем увидеть, да, то, что вот старые издания, из старых изданий их сотни разных. Вот видим Фатиху справа, слева. То есть просто буквы четче прорисованы, то есть мы их можем увеличивать в любой формат. То есть теперь можем печатать и там метровые буквы и использовать их. И это именно наши буквы. Кому-то они могут не нравиться, то есть они могут не соответствовать некоторым стандартам написания от руки, но мы должны понимать, что эти буквы были свинцовыми в свое время, и это называлось таш-басма. То есть старые использования, делались оттиски, и именно ими печатались книги. Поэтому буквы, они такие немножко своеобразные, но они взошли в сердце каждого татарина, и вообще там узбека, таджика, в Средней Азии, всего Кавказа, и его очень любили. Но какие трудности? Он издавался более сотни раз. Положение страниц было разным. Были споры относительно того или иного слова, как мы его должны писать, относительно грамматики или относительно правил написания Корана и так далее. И вот наши ученые, в принципе, сделали большое собрание и показали нам дорогу, как это делать. До этого Марджани, Шахабуддин Марджани, он был в комиссии по проверке Коранов. Был в комиссии и написал книгу «Фаваиду Мухимма». Книга называется «Фаваиду Мухимма», и в ней он написал, как нужно писать то или иное слово. Например, в суре Аль-Анбия, это 21-я сура, в конце, предпоследней странице, он описывает, что слово «нунджи» нужно писать таким-то и таким-то образом. Он все это объясняет, Шахабуддин Марджани. Но, видимо, время пришло к 1100-летнему юбилею, нужно что-то было сделать. То есть эта работа как бы огромная. И этим шрифтом что мы сделали? В Word набрали по новой Коран и перевели в этот шрифт. То есть теперь отныне этот шрифт будет в компьютере, мы сможем его использовать, писать какие-то плакаты, какие-то книги, издавать именно своим старым шрифтом. Например, если мы посмотрим на Марокко, их шрифт
простому шакирду медресе он не будет нравиться, потому что он очень такой запутанный и не очень красивый. Вот мое мнение такое, то есть он не очень красивый, но они любят свой шрифт, потому что он им родной, они говорят, это наш шрифт, мы его используем. Если мы поедем в Иран, то мы увидим, они используют определенный шрифт та'лик, и только им пишут все официальные надписи в Иране. То есть есть то, что они любят, и этот шрифт, он наш. Смотря на него, все вспоминают, это как старые казанские книги. Если эту книгу показать в Турции, они говорят, похоже на старые казанские книги. Потому что все знают о казанских книгах. Даже великий ученый, который являлся печатью османских ученых, когда ему пришлось уехать в Каир, Мухаммад Закир Каусари, Мухаммад Каусари, он в книге «Хусну Такады» он писал, что книги, напечатанные в Казани, они более редкие и ценные, чем рукописи всего исламского мира. На 94-й странице он об этом пишет. То есть настолько правильно выверяли наши ученые, что старая книга, скажем, берем казанскую книгу, и она считается как неким доказательством, потому что наши ученые старались не допускать ошибок. То есть сегодня мы в Word что-то делаем, даже пишем какую-то статью, то есть много ошибок можем допустить, хотя нам очень легко нажимать на клавиши. А раньше как нужно было? Каждую букву нужно было выверить, она свинцовая, нужно было собрать оттиск, потом нужно было, даже вот Марджани, Рездин Фахриддин выпускает отдельную книгу про Кур'ан ва Табаат, она называется, и описывал, что одну страницу стоило 2 рубля проверить. 2 рубля, я не знаю, сколько это в современном эквиваленте, сколько это, как бы немалая сумма, наверное, была по тому времени. То есть одна страница, вот именно оттиск проверить, стоила 2 рубля. И они обсуждали, какую цену поставить, ценообразование размышляли. То есть нужно было сделать это Коран. Теперь мы впоследствии подготовили его. Страницы в старых изданиях Корана Казанского, они отличались. Теперь мы сказали, есть мировой стандарт. Сегодня появился мировой стандарт, то есть и саудовские Кораны, и турецкие, и пакистанские печатаются. Это около 600 страниц, и каждая страница должна быть 15 строчек. То есть каждый джуз, Коран состоит из 30 джузов, в каждом джузе 20 страниц, каждая страница есть по 15 строчек. Поэтому мы должны соответствовать этому стандарту. В конце каждой страницы аят должен обязательно завершиться. То есть он не должен прерваться в конце страницы и перейти на другое. То есть если просто объяснять. То есть он должен завершиться, чтобы удобно было, например, заучивать Коран. Когда ты заучиваешь, ты должен видеть всю страницу перед собой, а не так вот постоянно. То есть тебе ее, может быть, 100 раз придется за весь день прочитать, и листать это очень сложно. Поэтому она должна быть вот перед тобой полностью. Затем, когда мы читаем таравих, например, намаз, если мы хотим в Рамадан, мы хотим прочитать весь Коран, там 20 ракатов, и нам нужно 20 страниц прочитать. Это вот этот стандарт, он уже есть, поэтому мы обязаны ему следовать. И когда проходят международные конкурсы по Корану, говорят, такая-то страница, оттуда-то начинается. Поэтому мы не можем отойти от этого, и нам нужно подогнать Казан Басма под этот стандарт. Для чего? Во-первых, чтобы наша молодежь захотела его читать. Они скажут, как он не соответствует стандарту. Затем есть второй стандарт относительно количества букв в том или ином слове. То есть слово не портится. Например, Мулла Али Аль-Кари, азиатский ученый, Средней Азии, Узбекистана, великий ученый ханафитского мазхаба, он писал от руки Коран, он был каллиграфом, но он добавил некоторые буквы. Для чего? Относительно грамматики. Например, Малик Яумиддин добавил туда алиф, хотя и без этого алифа тоже так же читается. То есть вот такие подобные разногласия, которые не влияют на смысл, и пишется и так, то есть издают. Но вот наши ученые спорили и сказали, что нет, давайте мы будем... Вот 1909 год, я опять напоминаю, когда Муса Бегиев, они собрались, они сказали, что вот эти места мы обязательно изменим, исправим, и Коран должен соответствовать мировому стандарту отныне. Но, к сожалению, этого не было сделано. И вот в это течение этого... Почему шрифт делался целый год? Мухаммад Абаю можно задать вопрос. Он говорит, я сделал, в принципе, быстро, потом дорабатывал его, и еще можно дорабатывать. Поэтому у нас есть вариант, что сделать с ним, выпустить его в открытый доступ, может быть, с начала года мы это сделаем, потому что этот же проект ради 2022 года, и, может быть, появятся у нас профессионалы, кто захочет над этим поработать, свободный доступ, кто-то захочет просто использовать, например, в газете, при издании книг, чтобы вот что-то написать именно старым шрифтом. Коран подготовили, его вычитали мы один раз, собрали комиссию, вычитали его один раз, нашли опечатки, недочеты, ошибки, послали
шейху, он это все исправил, мы опять, то есть он присылает нам, мы идем, Ришат Абы надо распечатать, печатаем 10 экземпляров, собираем комиссию, и вот каждый день примерно сколько мы месяцев ее, потом они вычитывают, может 3-4 месяца, каждый день они вот сидели, проверяли, это прям толпа ребят, и они вычитывают, проверяют, то есть каким образом, чтобы вот не было ни одной ошибки в огласовках. Например, мы читаем, ну, просто говорю, бисми, Б, первая буква Б, внизу касра, да, потом син, сукун, мим, опять касра. То есть каждую букву вычитывали, чтобы вот, потому что глаза замыливаются, чтобы не было ошибок. Второй раз, когда выверили, послали ему, теперь же еще важно, чтобы он это все на самом деле исправил. Теперь он исправил, вроде бы, все, молодец, мы теперь прислал опять нам, и мы говорим, все, теперь надо 3-й раз будет вычитывать, последний, перед тем, как мы его отдадим в печать. То есть вот на это у нас ушел целый год. То есть это не только создание шрифта, шрифт, иншаллах, будет, это очень важное событие, важная веха в нашей истории нашего народа, но и Коран, по желанию наших ученых, а то, о чем говорил Марджани, 300 ученых, которые собрались, если вы перечитаете эту книгу, Тасхих Расмихат, они же ругаются. Муса Бегиев напечатал в газету о том, что в Коране он нашел ошибки. Наши ученые сказали, как ты смеешь вообще говорить о том, что почему ты здесь только это написал, почему ты не написал в другом месте? Он говорит, ну если я в Казани, или в Москве, или в Петербурге об этом скажу, все же мне скажут, все ученые находятся в Казани, почему ты им об этом не сказал? Поэтому я, говорит, здесь написал. Почему, говорит, нас не позвал, а в газету сразу пишешь? Ну, ругаемся же часто, в жизни же тоже такое бывает. Почему сразу напечатали, а меня не предупредили? И теперь они ругают. И один встает, говорит, ты, говорит, неверующий, ты, говорит, кафир. Бегиев, говорит, пшен базар наданнары. Ну там все на татарском старом. Говорит, а вы, говорит, невежды синого базара. И вот ругань, это там было из газеты «Саркатип», и он все это записывал, кто что кому сказал. И он еще там описывает, что, говорит, стал такой-то мулла, Мухаммад Садык, говорит, иронический того же, говорит, с ироническим голосом, говорит, он произнес то-то и то-то. То есть очень интересная книга на самом деле, но результат ее это то, что Коран должен печататься в соответствии с мировым стандартом, расми Усмани, свитками, которые остались от самого Усмана, радаллаху ан, соответствовали, были удобными, и, конечно же, они будут признаны всем миром. Понятно, что у арабов сейчас очень много чего есть, они печатают, бесплатно раздают, мы так не сможем, но важно то, что когда ты смотришь на это, у тебя что-то просыпается, ты вспоминаешь тот Коран, который ты читал в детстве. Вот почему такую обложку? Вот эта обложка из старого издания, она издавалась вот в последний раз в 1989 году. Я сказал, Ришат Абы, давайте возьмем ее и обрисуем по новой, чтобы вот именно сейчас будем переиздавать, чтобы такая обложка именно получилась. Потому что вот первый Коран, я помню, в мечети, когда учились, у нас Райса Ханум ее звали, она преподавала, тогда 11 лет было. И мы прошли первую книгу, которую мы купили, Мугалим Сани. Она 5 рублей стоила. 5 рублей тогда стоила. Мы ее купили, прошли. И теперь она продавала, то есть Коран. И вот я мечтал, чтобы у меня свой был Коран. А у нее стоил 100 рублей. То есть это больше, чем зарплата. Ну, как зарплата тогда такая же была у взрослых людей. Представляете, мальчик 11 лет, я взял ее в рассрочку, тут мне что-то бабушка даст, дедушка даст, отдаешь и расплатишь. Потом, когда в Казань приехал, увидел, что 10 рублей на рынке он стоит. Он тогда уже расплатился. И вот он первый Коран, сразу вспоминаешь, вот он такой был, ты его открываешь, ты его читаешь. Еще раньше же бабушки учат, помните, в полотенце заворачивать. То есть было уважение, это особая книга была для нас. И вот мы ее, если переиздадим по новой, с учетом пожеланий наших богословов, они же хотели этого сделать. Но исторические события им не позволили исправить, по новой переиздать. Они бы это сделали обязательно, мы в это верим. То есть 2 раза собирались, спорили, ругались, пришли к одному выводу, сделали комиссию. Но вот не получилось, история так, да, история очень сложная у нашего народа. Но теперь вот у нас возможность в честь 1100 лет по новой его переиздать. По новой его переиздать, потом этим шрифтом пользоваться, иншаллах. И вот мы особенно Мухаммад Абая благодарим. Потому что это огромная работа, она была проделана. Поэтому даже важен не шрифт, а то, что после него. То, что после него, иншаллах, в начале следующего года мы уже будем печатать новое издание. Оно будет, конечно же, юбилейным, но в последующем будет переиздаваться многократно, я на это надеюсь. И, может быть, станет причиной, чтобы те, кто не умеет читать, обучились чтению. Те, кто не читал намаз, стал на намаз. Те, кто не понимал Коран, захотел понимать Коран. То есть это самая главная книга, которая есть в мире,
самая важная книга. И это все мы делаем для того, чтобы людей приблизить к ней. То есть это коротко как введение, иншаллах. Если у вас дальше будут вопросы, иншаллах, вот мы как бы готовы. Рахметелис. Рахмат, Камил хазрет. Сұрауларға соңырақ қойтырбыз. Қазір спикерларға берген сөзіне. Мұхаммад бей, мына не үшін сізге тапшырдылар бұл ішіне? Һәм өзіңіз білән қысқаша таныштырып кетсеңіз сізді. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Коротко, уважаемые, как бы, потом я, говорит, вас всех благодарю, всех приветствую. Böyle bir Kur'an-ı Kerim'e böyle güzel bir hizmeti yapmayı bana vesile kıldığı için de ayrıca Kamil hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Также Камиль Хазрата благодарю за то, что я стал причиной того, что у меня появилась возможность сделать такую работу, участвовать в ней. Benim ilgi alanım aslında Kur'an tefsiri. То есть моя профессия в основном, то есть я специалист по тафсиру Корана. Fakat çocukluğumdan beri bilgisayar ile ilgilendiğim için de meraklı, çocukluğumdan beri bilgisayarla meşgul olan birisi olarak aynı zamanda tefsir ve Kur'an ilimleriyle bilgisayar arasında bir bağlantı kurmaya da çalışıyorum. И так как я то есть с молодых лет уже увлекался компьютером, и поэтому получилось, что попытался объединить именно как бы знания о компьютере с наукой толкования Корана. 2001 yılında aşağı yukarı 2001 yılında bir öğrencim bir gün geldi ve bana şöyle bir teklifte bulundu. Hocam dedi, biz dünyanın en güzel yazısıyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim'i hazırlayabilir miyiz? Diye bir teklifle geldi. Пришел мне один из студентов и сказал, говорит, сможем ли мы написать Коран самым лучшим шрифтом, который вот может быть, то есть самым красивым шрифтом. O zaman öğrencilere bilgisayar dersleri kullanmayı öğretiyor idim. Я как раз в то время преподавал также использование компьютера для студентов, информатика. Öğrencimin bu teklifiyle biz acaba bu bilgisayarda hat nasıl üretilebilir? Bunun peşine düştük ve 2005 yılında Türkiye'de hem Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de bazı özel kuruluşlara basılmak üzere Kur'an-ı Kerim hazırladım. И мы как бы вот эти годы мы задались вопросом, как сделать красивый шрифт, чтобы его можно было использовать в компьютере и писать вот этим красивым шрифтом. И к 2005 году мы подготовили издание, дали его различным организациям, уже он был готов к печати, именно Коран красивым компьютерным шрифтом. Daha sonra bulunduğum, kendi mensubu olduğum Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin bir yayın evi var. Bu yayın evi içinde bir adet Kur'an-ı Kerim hazırladım 2008 yılında ve hala basılıyor o Kur'an-ı Kerim. В 2008 году для типографии при факультете, где я преподаю, он преподает факультет теологии университета Мармара. У нас, говорит, есть своя tипография. С 2008 года я подготовил издание для печати, и до сих пор он переиздается. Ve bu baskı Türkiye'de büyük bir kabul gördü. Yani şu anda da çokça aranan bir Kur'an-ı Kerim olarak devam ediyor, basılmaya devam ediyor. И это издание, оно стало очень популярным, его используют именно в Турции, постоянно оно переиздается, именно это компьютерное издание. Hani bu konuyla alakalı olarak belki başlangıcı bu şekilde olmuş oldu. Kamil hocamız bana herhalde Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla ulaşmış oldu. Böylece böyle bir çalışmanın içerisine girmiş olduk bir yıl kadar önce. То есть это, таким образом это вот все началось. Ну, вот Камиль Хазрат наверняка через Дианат, через турецкий муфтият вышел на меня. И вот мы, говорит, этим делом занялись вместе.
Kamil hocamızın bu teklifi beni bir hayli heyecanlandırdı. Çünkü Kazan'ın benim gibi bir Kur'an tarihiyle meşgul olan bir akademisyen için Kazan'ın ayrı bir önemi vardı. То есть это предложение меня очень воодушевило, как бы трясло, потому что в исламских науках у Казани есть определенное свое место. Когда вот преподаешь исламские предметы, у Казани есть свое особенное место. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim basma geleneği imkanı olmadan önce elle yazılarak çoğaltılıyor idi. Как знаете, что раньше Коран, так как не было возможности печатать, он распространялся, размножался именно рукописно. Matbaa kullanılmaya başlandıktan sonra Kur'an-ı Kerim basımı ilk olarak 1537 yılında Venedik'te yapıldı. И знаем, что первый раз в 1537 году Венедикт, как это на русском, Венедикт? Venedik, Венедикт это... Bundukiye, İtalya. В Италии, да, в Венедикте был напечатан Коран, то есть в Европе первая попытка печати. Daha sonra Hamburg, Almanya'da Hamburg ve başka Avrupa ülkelerinde de basıldı. То в Гамбурге, в Германии, и также в других местах Европы печатали. Ancak bunları basanların tamamı gayrimüslim idi. Yani Müslümanlar basmıyorlardı. Все они были не мусульманами, те, которые пытались это печатать. Müslümanlar tarafından yapılan ilk baskı Kazan'da gerçekleştirildi. Первый Коран напечатан именно мусульманами, он был напечатан в Казани, подготовлен. 1803 yılında olduğu yani tarihler konusunda 1801-1803 yılı gibi değişik rakamlar verilebiliyor. O önemli değil. Ama şurası kesin bir gerçek. Müslümanlar içerisinde Kur'an basmada Kazan Müslümanlarının öncülüğü vardır. То есть информация у нас приходит, что 1801 или 1803, но это не важно. Самое важное, что среди мусульман впервые в Казани подготовили и начали печатать Коран. İstanbul'da 1872 yılında, 73 yılında ilk defa В Стамбуле в Musaf basılmasına izin verildi. 1872-73 году только впервые напечатался Коран. Это через 70 лет после нас. Aradaki zaman farkı Kazan'ın bu işe ne kadar önce başladığını bize daha iyi gösteriyor. И вот эта разница в 70 лет показывает, насколько раньше Казань к этому делу уже пришла. Kazan musaflarının İstanbul coğrafyasında yaşayan bizler için ikinci bir önemi daha vardır. И для тех, кто живет именно в географии именно Стамбула, вот, у нас есть второй важный момент в казанском издании Корана. Osmanlı arşiv belgelerinde gördüğümüz bazı evraklarda İslam dünyasının diğer bölgelerinde basılan mushafların İstanbul'a sokulup dağıtılmasına devlet müsaade etmiyor. В архивах мы видим, что издания Корана, которые печатались в каких-то других странах, их на территорию столицы, халифата не пускали. Bir tek Kazan mushafları bundan hariç. Только исключение было для казанского издания. Bundan dolayı İstanbul kütüphanelerinde ve Türkiye coğrafyasında birçok insanın elinde Kazan'da basılmış mushafları görmek mümkün. Поэтому сегодня даже у ученых, у людей, которые живут в Турции, можно увидеть, или в библиотеках увидеть именно казанское издание Корана. То есть сохранилось до сих пор. Dolayısıyla Kazan mushaf basım geleneğini yeniden canlandırmanın benim açımdan en büyük önemi buradadır. Ve böyle bir imkanı bana bu toprağın insanları lütfettiği için hepsine müteşekkirim. И вот эта возможность меня воодушевила, появление этой возможности, чтобы второй раз оживить это наследие, которое будет продолжаться, и я за это благодарен. Böyle bir çalışmayı bir yıl gibi bir zaman diliminde tamamlamak Allah'ın izniyle nasip oldu. Примерно Tez zamanda da basılmasını ve istifadeye sunulmasını temenni ediyorum. Примерно за год все это завершилось, и, иншаллах, я желаю, чтобы это все хорошо напечаталось, переиздавалось. Bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. По этой причине Sağ всех вас olun, var olun. благодарю еще раз. Рахмат, Мухаммад Бей.
Ришат хәзрәт, менә бу яңа шрифт сезнең хозур нәшрият өчен нинди мөмкинлекләр ача һәм гомумән Татарстанга нәрсә бирә? Шуның турында әйтсәгез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli kollegalar, hurmatli dostlar, нәрсә әйтеп беләсем килә, бүгенге көнгә кадәр безгә ел сайын мөфти хәзрәтебез кушуы буенча елына 40-50 китап бастырырга туры килә иде. Хәзердә без бу эшне дәвам итәбез. Без белгәнегезчә хузур нәшриятында дини китаплар бастырабыз. Башка нәшрият йортлары белән дә эшлибез, башка өлкәләр белән, башка мөфтиятләр белән дә эшлибез. Һәм шундый без проблемага тап булдык. Бүгенге көндәге бездә сакланган Коръән ул фотография рәвешендә сакланган. Шуңа күрә әгәр дә китапларда аларны куллана башлыйсың икән, аерым нидер аятларны аларга әйтик безгә инде авырлык тудыра иде. Компьютер шрифты юк иде, без аны кисеп, чистартып, аерым сүзләрне алып, аерым куярга туры килә иде. Ярый әле әгәр дә бу кыска әйтик җмилә булса иде. Әгәр дә инде анда зур аятлар кулланырга туры килсә, бу әйтик безнең эшебезне тагын да озайта иде. Шуңа күрә шундый әйтик раз авырлыклар туа иде. Күптәннән бирле инде компьютер шрифты безгә кирәк иде. Кирәк дип без мөфти хәзрәтебезгә дә мөрәҗәгать иттек. Һәм менә Аллаһка шөкер, хәзер бу проблема шешелде дип әйтәсем килә. Без бу шрифтны кулланып, инде хәзер китап чыгаруны тагын да тизләтә алабыз дип әйтәсем килә. Безгә башка нәшрият йортлары да мөрәҗәгать итә. Чөнки сез менә Коръәнгә бәйле фәннәргә күп игътибар итәсез дип, сездә мондый шрифт юкмы дип, кайчан була икән дип, шуның мөрәҗәгатьләре булды. Әйтик, Урта Азия, Кавказ һәм Россия мөфтиләренә бәйле. Һәм минем белгәнемчә, мөфти хәзрәтебез бу шрифтны менә киләсе елда булачак юбилейга багышлады. Һәм бу шрифтны шулай башка мөфтиләргә, Россия мөфтиләренә, башка мөфтиләргә, башка нәшрият йортларына бушлай бирәчәк. Алар аны кулланып, әлбәттә, шулай сыйфатлы, югары дәрәҗәдәге тикшерелгән китаплар бастырылар дип уйлыйм. Ягъни бу безнең эшебезне бик җиңеләйтә. Һәм минем фикеремчә, ислам дине кагылышы әдәбият тагын да күбрәк булачак. Менә күптән түгел безгә мәсәлән Карачай-Черкесиядән шалтыраттылар. Бер гаилә без сезнең Казан басмасын бик яратып укыйбыз. Рәхмәт. Әмма шундый бер проблема туды. Без алгайдык. Аны теге бераз зуррак форматта, зуррак хәрефле бастыра алмассыз микән дип. Моңа кадәр әгәр дә теге китапны шрифтын зурайта башласабыз, аның сыйфаты бераз бозыла иде. Хәзер инде бүгенге көндә без аны рәхәтләнеп, хәтта 1 метрга кадәр зутан да зуррак размерда бастыра алабыз. Ягъни хәзер менә әйтик, олы яшьтәге безнең укучыларыбыз, алар өчен алай берсә без аерым китап Казан басмасын бастырабыз дип уйлыйм. Алар инде шулай рәхәтләнеп Коръәнне ятый алачаклар. Кыска шулай. Рәхмәт, Ришат хәзрәт. Барыгызга да рәхмәт. Эчтәлекле чыгышларыгыз өчен. Хәзер сорауларга күчик. Кем беренче сорау бирергә әзер? Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Кто первый готов задать вопрос? Татар-информ. Хәерле көннәр, Гадел Әхмәтҗанов, Татар-информ. Камил хәзрәт әйтеп киттегез. Бу китапны инде моңа хәтлек тә шәхси яхшы булган дигән фикер булды, әйме? Күптән көттек дидек. 17нче еллардагы тарихи вакыйгалар аңлашыла, ул вакытта инде китап белән шөгыльләнергә мөмкинлек булмагандыр. Ләкин менә 17нче елдан бүгенге көнгә хәтлек байтак вакыт үтте. Нишләп бүгенге генә, нишләп хәзер генә?
Нәрсәгә шуны әйтим, чөнки без бит элек бу Тасхихул Кур'ан Муса Бигиевнең китабы турында белмәдек. Аны тапкач, бу китап табылгач, без аны сайтыбызда күргәч, укыгач, бу фикергә килдек. Чөнки анда бит безнең 300-гә якын татар галимнәребез җыелган, спорлашкан. Хәтта берәү Муса Бигиевка син кафир, юксыз наданнар дип спорлашканнар, бер фикергә килгәннәр. Инде әлбәттә бу уй фикер безгә килде. Әйдә шуны эшлик. Ләкин ничек эшләргә кирәк? Ришат әфәнди әле генә аңлатты. Чөнки бу Коръәнне компьютерда төзәтсәк, зурайтсак, барыбер аның сыйфаты югала. Бу бит фотография рәвешендә саклана. Шуңа күрә безгә яңа шрифт кирәк иде. Ләкин кем булдыра ала? Берничә попытка инде булды. Бер кеше, бер хәзрәт килде, мин эшлим дип, бер нәрсә килеп чыкмады. Икенче кеше эшлим дип, бер нәрсә килеп чыкмады. Аннан соң без өйрәндек. Төркиядә шундый бер кеше бар. У Дианат өчен, муфтият өчен аны күптән әзерләгән. Аның тәҗрибәсе бар. Чөнки эшли алам әйтүче күп, ләкин нәтиҗә булмады. Хәзер Аллаһ шөкер без бер елда аны башкарып чыктык. Иншалла киләсе елга Коръән басылачак. Ниһаят басылачак. Хәвит миндән истәп әйтеп китәсем килә, безнең дин нәзарәтенең Дарул Кутуб дигән электрон китапханәсе бар. Анда 1300-дән артык дәнә элеккеге кул язмалар, борынгы китапларыбыз саклана. Без аларны төрле шәхси коллекцияләрдән алып, сканировать итеп, хәзерге электрон версиясын әлеге сайтта урнаштырдык. Аны хәзер бөтен дөнья укый, галимнәр аның нигезендә хәтта докторскийлары, кандидатскийларын язалар. Шуны әйтәсем килә, бу кул язмалар электрон версиядан түгел, хәтта менә китап форматында чыгарыр өчен безгә шрифт кирәк иде. Чөнки аларның сыйфаты шулай ук әйтик бик яхшы түгел, үзегез беләсез, кәгазь бит ул вакыт барган саен бетә. Ул юкка чыкмасын өчен менә бу безнең бөтен мирасыбызны саклап калыр өчен безгә яңадан аларны җыярга кирәк. Менә бу шрифт шуның өчен кирәк иде безгә. Аннан соң шундый фикерләр бар бит инде. Диндә милләт юк диләр. Дин берәү генә, син үзбәкме, татармы, башкортмы, син исламда икән, динең бер диләр. Ләкин менә шушы Казан басмасына әйләнеп кайтабыз. Әйттек, бу яңа шрифт безнең элекке татар язуына охшаган дидек. Димәк, ул милләткә отсылка җибәрә, күңелгә якын дидек, татар халкына якын дидек. Ләкин шул ук вакытта аны ясыйлар Төркиядә, төрекләр, татар милләтенә кагылмаган кешеләр. Менә һәм башка җирләрдә дә, Үзбәкстанда да чыгарабыз дидек, әйме? Димәк, бер яктан ул милләткә якын татар халкына, ләкин ул үзбәкләргә якын булмаса да, үзбәкләр аны кабул итеп ала. Менә шуны аңлатып китегез әле. Дини мәсьәләләрдә әлбәттә ул милләт беренче чиратта динебез килә, шулай бит. Хәзер күп галимнәребез, безнең гуламаларыбыз да Үзбәкстанда укыганнар, белем алганнар. Анда укытучылар үзбәк булган. Чөнки беренче чиратта дин килә. Аннан соң милләтебезне дә онытмаска кирәк. Әлбәттә, үзебез арасында шундый галимнәр булмагачыннан без Төркиягә мөрәҗәгать иттек. Аннан соң ул бит безнең иске басмага нигезләнеп, анда сканировать, һәрбер хәрефне сканировать итеп, аны обрисовать итеп, ничектер аны шрифтка салган ул. Ул аны башкаргач, ул бит үзе уйлап чыгармаган әйбер. Хәзер унда карасагыз, шул ук әйбер килеп чыкты, шулай бит? Шул ук хат, шул ук шрифт. Шуңа күрә Аллаһ шөкер, ул безнеке, башка халыклар аны кулланса, ул тагын да синешрәк, тагын да әйбәт. Үзбәкләр безне кабул иткәч, төрекләр дә кабул иткәч, ул бит шәп бит. Бармы тагын сораулар? Менә әдел некен икенче төрлерәк итеп әйтегәндә әдел әйтте бит инде үзебезнекеләр юк дип. Менә чыннан да әйтеп киттегез бит инде бай мирас белән эш итәсез, әйме казынасыз, күрәбез хезмәтләрегезне дә күрәбез, хозурда бик күп китаплар чыга, рәхмәт, журналистларны да таныштырып барасыз. Менә аларны әзерләү өчен, менә яңадан басмага әзерләү өчен бит инде кадрлар да кирәк, әйме? Менә ул кадрларны әзерләү эше ничегрәк бара? Сезгә бит инде беркем дә әзерләп бирми, аны сез үзегез эзләп табарга тиеш. Яисә менә чит илдән табарга, яки үзебезнекен әзерләргә. Менә бу юнәлештә дә диния нәзарәте эшчәнлек алып барамы? Аллаһ шөкер, безнең Мөхәммәдия мәдрәсәбездә иске имлә дигән дәресе бар. Бөтен шәкертләребез иске имләне өйрәнә, укый алалар, Аллаһ шөкер. Ягъни һәрбер шәкертебезгә иске китабыбызны бирсәк, алар рәхәтләнеп укый алалар.
Қазіргі уақытта біздің очный деп айтамыз 280 шәкіртіміз бар. Очный ғана. Қазір 1200-ден артық бүтін шәкіртлеріміз вечерний, заочный белән бергә. Кіре алса, алар укый алалар. Татар Чөнки информ- алар гарәпчәсе дә бар, аннан соң мәгълүм булганча Мөхәммәди укыту татар телендә бит. Иске имләне өйрәнгәч, үзләштергәч, алар рәхәтләнеп иске китапларны укый алалар. Мин башта сорау да бирәм, ләкин Мөршид апа әйтеп китте, мин бездә кадрлар юк дигән сорау түгел иде, ул милләтләрнең татулыгы тугында сорау иде. Бездә кадрлар ого-го, бездә кадрлар шәп. Сорыйсым, менә сорауымны оныттым. Ел башында ачык доступта киләсе елга бит инде бу 1100 еллыкка име? Киләсе елга Бу Диния нәзарәте сайтында буламы, яисә сез әйткән китапханә? Уйлашырбыз, бәлки ачык форматта куядыр, бәлки кемгә кирәк, аларга булай интернет аша җибәрә алабыз. Шул турында уйларга кирәк. Менә мондый басма форматтан кайдан да булса сатып алу мөмкинлеге булачакмы? Хәзер тираж турында без уйламадык әле, аны әзерләргә кирәк. Әзерләсәк, бәлки безнең Дарул Кутуб сайтында да булачак, укый аласыз. Обязательно без телефон өчен программаны ясарбыз, аны куллана аласыз. Чөнки беренче тираж күп булмаса да, бәлки беренче тираж 1100 даны булачак. Теге пронумерованный, бәлки теге сыйфатлы рәвештә, ләкин киләчәктә басылачак. Русия әйтеп китсәгез, Камил хәзрәт шул сүзләрне кызыклы мәгълүмат. Бастыру турында. Менә каян алырга буланы электрон вариант. Нет, про электронный мы еще не обдумывали, просто это же как мысль, что наверняка она будет нужна, наверняка будут специалисты, потому что то издание, которое в 2016 году мы сделали, у нас просили, мы его предоставляли, мы за это и денег не брали, потому что мы делали это ради Аллаха. То есть с Беларуси к нам мусульмане обратились, мы, конечно, то есть радость для нас, то есть они признают. Братья-узбеки обратились, мы им отдали файлы, они напечатали, сейчас второй раз просим, мы говорим, конечно, печатать, нет, письменно нам разрешите, мы письменно им разрешили. Потом в Турции тоже печатали, мы тоже им письменное разрешение дали, поэтому, то есть мы это не скрываем, то есть делаем это ради Аллаха, поэтому эти издания, они как бы тоже будут открыты, иншаллах. Про мобильные приложения. Бирик сорауны. Про мобильные приложения. В каких источниках можно будет увидеть? И что на это пикнаю зручно? Мобильные приложения, они же, вот сейчас, может быть, если следить, у нас уже 10 мобильных приложений. Это и намаз вакытлары на татарском, времена намазов на русском. Это совместно с кафедрой астрономии при КФУ разрабатывали. Халяль гид, про хузур, радио, кино можно посмотреть. Онлайн-мадресе на татарском, иншаллах, на русском это тоже появится. Потом, то есть времена намазов я сказал, что еще у нас? Гайбадат исламия было, Коран в оригинале на арабском можно скачать, на русском отдельно, на татарском можно отдельно скачать. И вот это новое издание, новое, которое старое издание, обязательно будет в интернете. То есть его можно будет скачать в программке, почитать с телефона. Даже кому-то удобнее, чем книгу иметь. Мөршид апа, сорауыңыз бар еді. Ялгышмасам, 16 елда басылганы Идел Пресста бастырдыгыз бит сез әйме? Ә менә монсы хузурда басыламы или юкмы? Юк, хузур ул әзерли. Анан соң кая бастырабыз, әле билгеле түгел. Иң мөһиме бит әзерләү. Есть еще вопросы? Ага. Ашылмады, да? Давайте. Ассаламу алейкум, Камиль Хазрат. Вот такой вопрос. Сейчас, в последнее время в Казани, ну вот именно в Казани, насколько мне известно, набирает популярность такое явление, как обращение мусульман к психологу. Очень много психологов, которые называют себя исламскими психологами или психологами с шариатским образованием. И мусульмане считают, что вот их какие-то проблемы семейного характера или просто проблемы, да, какие-то личностные, обращаются с этими проблемами к психологу. Тут вопрос, как бы по этому поводу возникает несколько вопросов. Первый. Действительно ли, вот советуете ли вы мусульманам обращаться
к таким людям, к психологам? Нет ли этого противоречия исламу? Раз, потому что, насколько известно, психология в основном зародилась не в мусульманском, ну, по крайней мере, вот, которая сейчас в тренде, да, мейнстримовская психология, то есть это в основном западное учение. Не противоречит ли она исламу? Можно ли к ним обращаться, по каким критериям, то есть как вот мы хотим обратиться к психологу, как нам выбрать этого психолога, какие критерии, потому что разные же они бывают, с разными учениями, может быть противоречит исламу там, или каким-то законам Корана. И третье, нужно ли, чтобы не отставать, да, чтобы как бы тоже быть в тренде, нужно ли имамам изучать психологию, чтобы не потерять свою аудиторию? Спасибо. Очень много вопросов. Ну, надо, если сократить ответ, то что такое психология? На арабском языке психология ильмун нафс, знание о душе. То есть та наука, которая изучает душу. И в Коране об этом есть четкий аят. «Ваяс алюнака анир рух». Они спрашивают тебя о душе. О Мухаммад, саллаллаху алейхи, они спрашивают тебя о душе. То есть людям интересно, что такое душа, как убрать какие-то трудности, как что-то изменить. «Куль руху мин амри рабби», скажи, что душа – это из дел моего Господа, из его амров. «Вама утиту мин аль-ильми илля калиля». И вам не было дано знаниях о душе, кроме как очень мало. То есть мы на самом деле очень мало знаем о своей душе. Человек, который претендует на это, то есть он или ошибается, или просто много на себя берет. Но нужно понимать, что психология – это светская наука, отдельная наука, и в каждой науке должен быть специалист. Есть такое понятие в исламе, как иль-мухаль, знание о состоянии. То есть если мы с вами, у нас пришло время платить закят, мы должны изучить все тонкости закята. Если мы должны пойти в хадж, мы должны знать, какие есть ваджибы, фарды у хаджа, что портит наш хадж, портит и храм и так далее. То есть мы должны знать. То есть психологию мы не можем отвергать как науку, она есть наука, но неправильно говорить, например, мусульманский психолог, потому что ты используешь совершенно другие инструменты, ты не используешь нашу религию, то есть ты же не говоришь, я мусульманский сантехник, то есть ты бисмилля произносишь, что ли, когда работаешь. То есть я ищу мусульманского сантехника, нет, я ищу профессионала, когда мне нужен сантехник, я выбираю профессионала, и не всегда смотря на его национальность, на вероисповедание, потому что мне нужен профессионал. И здесь то же самое, то есть если все-таки придется ситуация такая, что нужен будет психолог, а это кому нужен? Я как-то по телевизору увидел, я даже имя не помню, там один православный батюшка рассказывал, ему задали подобный вопрос. Он говорит, если, говорит, вы верующий человек, придите в храм. Если, говорит, вы не верующий, то тогда идите к психологу. То есть он очень коротко как бы дал такой ответ. Почему у нас бывают проблемы с душой? Потому что мы не знаем свою религию. Если мы не изучаем свою религию, мы не можем найти в ней всех лекарств. И потом начинаем винить религию, как будто бы в ней чего-то не хватает. Расулуллах, саллаллаху алейхи, он нас всему обучил, что зикр успокаивает нашу душу, да, мы об этом знаем. Ля тагдаб, он говорил, не гневайся. То есть многие лекарства у нас есть внутри религии, нам просто нужно ее изучать. И поэтому, бросив инструмент, то есть алмаз, пойти за стеклами, то есть это будет нелогично. Поэтому если человек, то есть хазрат говорит, что я должен обратиться к психологу, значит он чего-то не доучил, чего-то не знает, и проблемы в этом. Но отвергать психологию как науку мы не можем. Но неправильно делать манипуляции и говорить, что я мусульманский психолог. Ну ты же не по имаму Газали, там, не Ихья улюмуддин берешь, не Куран читаешь. То есть используешь светские инструменты, так и говори. Я психолог, но исповедующий мусульманин. Почему? Причем тут твое шариатское образование? Ты фетвы, что ли, будешь выдавать? Если ты хочешь фетвы выдавать, то есть тебе надо в муфтияте работать, или совете улемов состоять, или там Булгарскую академию окончить, если ты хочешь выдавать фетвы. Это очень сложно. То есть отвечать на шариатские вопросы очень сложно. Что такое фатва? Это говорить от имени Господа. Что хочет от тебя религия? Говорить от имени Аллаха. Это очень опасная вещь, очень страшная вещь. Для этого у нас в муфтияте есть совет улемов, 15 человек. Различные. Есть те, кто и в Саудии отучился, в Пакистане, в Египте, Аль-Асхар. И мы спорим, по многим вопросам мы сидим и спорим. Прежде чем вы видите открытое решение, то есть до него было проделано очень много работы. Например, я упомянул о временах намаза, есть программка, но пока ее сделали, очень много
было споров, очень много было изучений, выходили и в поле, и изучали, и смотрели опыт других организаций, других стран, следили. У нас и влажность в воздухе, преломление лучей, снег, когда отражает зимой, что с этим делать. То есть изучали этот вопрос досконально. Различные мнения были, и к вам мы вышли уже с одним готовым решением. То есть люди, которые 10 лет учились, много лет учились, не дают просто так этого, не раздают. А человек, говоря, что он мусульманский, он на что претендует? То есть это просто делается ради заработка. Неправильно использовать религию ради этого. Если ты психолог, ты скажи, да, я исповедующий мусульманин, но моя профессия, я психолог, вот я работаю, я этим зарабатываю. Тогда это будет более честно. То есть мне кажется, что причина недовольства и плохих комментариев относительно психологии и психологов вот, кроется в этом. Потому что человек чувствует какой-то обман. Почему ты мусульманский психолог? То есть ты же меня не мусульманскими инструментами вылечиваешь мою душу, ты говоришь совершенно абсолютно другие вещи. И вот это как бы создает некий диссонанс внутри нас, и вот мы, может быть, на это злимся. Уважаемые коллеги, время ограничено, 6 минут остается. Есть еще вопросы по теме? Ага. Вопрос. Татар информ сұрау тема бойынша ма? По теме дейлер, мен тема бойынша туы бек қысқа ғана ол сұрау. 21 сентябрь күні тандемда ғибадатхана ашқан едік. Ол уақытта сіз уағда еттіңіз, екі кіре тұрған ешіктің бірсіне ғибадатхана яйса намаз оқу мәселе татарша жазу турында. Суббота күні, шимбе күні мен анда болдым. Хаман ikisi de ілініп тұра рус тілінде. Қойшан татарша болашақ. Шылтыратабыз АПМРФлар алып юлда еді, теги Түркияда, әлегені кеше қойттылар, шылтыратарға керек аларға. Яқынша қойшан бола? Олардан сырға керек, Айдар Әфендіден сырға керек. Мында мұсылман ішмәкерлері жауап бере мұның үшін, дейме? Рахмет. Большое спасибо, рахмат Бизур. Камил Хазрат, әйтәсі сөзіңіз қалды ма? Yok, Бигзур рахмат, сұрауларыңыз болмаса, сұрауларымыз yok. Сән барыңызға да рахмат, қонақларға да рахмат. Іштәлеклі сөйлеуші болды. Рахмат, Алла разы болсын, файдалы болсын.